Добрый день, дорогие телезрители национального телевидения. В эфире двух каналов НВК Саха, собственно, на НВК и на Якутия-24. Замечательная программа «Подворье», которую вот уже 2 недели веду я, с удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня очень примечательный день. Я хочу в окружении вот этих сосен, в эту солнечную погоду объявить о замечательном мероприятии, которое проводится силами нашего телеканала, вернее, нашей программы. В чем суть вообще вот этого мероприятия? Товарищи мужики, товарищи дорогие мужчины, которые имеют в своем распоряжении бани. Пожалуйста, присылайте свои заявки, как гость сегодняшней нашей передачи, с ним мы познакомимся позже. И приглашайте нашу съемочную группу ознакомиться с вашей баней. До осени мы будем выпускать в эфир программы «Подворье» те выпуски с участием наших замечательных участников. И осенью проведем голосование, чья же баня наберет большее количество баллов. И победителю достанется замечательный приз, о котором мы поговорим отдельно уже на этой неделе в отдельном выпуске программы «Подворье». Я пока не буду говорить, что это за приз, еще раз говорю, но он очень замечательный и must have, что называется, должно быть на любом частном участке, в любом частном подворье. И та-да-дам, сегодняшний первый участник, мы, конечно же, прибегнули внутренним ресурсам. И мой собрат, соведущий программы «Просто вкусно» Петр Цепандин сегодня... Ну, я не скажу, что похвастается. Здравствуй, Петя. Привет. Да, ты сделаешь экскурс по своей замечательной бане, которую ты получил. Ну, ты меня попросил, я не отказал. Давай. Да, конечно. Попробуй, давай попробуем. Давай попробуем. Ну, все, прежде всего, размеры бани. Размеры бани, они где-то 5 на 6. 5 на 6. Мгм. 5 на 6, и замечательная веранда, замечательный настил. Да, ну, чтобы можно было тут спокойно выходить. Тут такая зона отдыха, да, ну, чтобы веранда Да, спокойно люди отдыхать. сохли. Люди сохли, да. Ага. Потому что баня, она летняя. То есть она в зимнюю погоду, она не работает. Не, Вот, ну да. с таким брусом-то Ну, с можно таким, же в ноябре же протопить её. В ноябре можно спокойно протопить и помыться, скажем. Ага. Да. Но И- вариант, скажем, летний. Это всё. Вариант летний. И на ограниченную компанию, потому что предбанник все-таки вмещает, Ну, максимум 6 человек. максимум 6. А максимум для 6. больших компаний, товарищи дорогие, есть вот такая вот замечательная мангальная зона. Ну да, это уже после баньки посидеть, Да, поразговаривать. Большой компании. Там Человек уже на 10-12. да больше, человек 20 спокойно может Человек 20 размещаться. абсолютно спокойно может лечь с шашлычками, со всеми делами. Да, и там казанные дела, и тому. шашлыки, Так, мангал стоит. конструктив бани. Брус. Брус. Обычный сырой брус, но он устоявшийся. Историю вот этой бани расскажи. Ну да, и баня имеет свою историю, да. Скажем так, я в этой бане моюсь уже лет 10, да. Но в этом году стал я ее счастливым обладателем. Ну, такая история, я купил ее у своего брата. И такое бывает, у да. другого брата. Ему так нравилось мыться в этой Да, бане, да, что да. он... Я каждое лето ходил сюда, почти каждую неделю, да, мылся и думал, блин, ну тогда же почему у меня нет такой бани, почему у меня нет такой бани, да. Ну вот, как говорится, да, надо мечтать, и мечты сбываются. Все, замечательно. Мы заходим внутрь бани Петра, и Да. Петр нас знакомит со всеми. Ну, Ну, давайте заходить, наверное, уже, да, давайте. Андрей заходит, а мы следом. Давай. Это вот получается у нас Это предбанник. предбанник. А, нет, не предбанник, Это не- это зона отдыха. Это зона отдыха. Это зона отдыха, тут диванчик, мои эти всякие достижения Атрибуты. небольшие, да. Мы тут сидим, я же говорю, можно зал сдвинуть, ну максимум на 6 человек. Ага. Так, электричество. Щиток тут. А тут уже все отдельно, да, потому что это очень грамотно тоже все сделано, да, ну, на случай пожара, не дай бог, и все прочее. Тут все у меня вот туш-туш-туш, ну, короче, как автоматы стоят. Ага. Ну, то есть определенное электричество подведено для того, чтобы, ну, там электротен, нагрев воды и все прочее, ну, то есть Ну, с запасом. каминная полочка из кирпича. Еще раз. Да, Баня топится отсюда, да? Баня топится отсюда. Баня топится отсюда. Вот такие вот. Поддувало есть, да.
специальная вентиляция есть для нее, вот, чтобы вокруг было, да, чтобы на фундамент это не работало, чтобы баня это равномерно нагревалась. И самое главное, сделана очень правильная специальная печь заказана, да, вот, обшита она огнеупорным кирпичом, получается так, что в 2 слоя, да, потому что, чтобы здесь не должно быть жарко. Обычно же бывает как, печку поставили и давай тут, короче, то же самое, что в парной, короче. В предбаннике тоже такая же тема. Там не жарко. Там определенная температура своя, ну, чтобы То есть жарко было... только в парной? Жарко только в парной, это вообще 100%. Потому что тут сидишь, ты уже спокойно, тут практически как на улице, да, потому что, видите, соединено с улицей. Вот, как бы мы сильно здесь не топили, жар идет все только туда. Только туда? Да, потому что вот огнеупорный кирпич, он ее выдерживает. Очень красивый вот лист нержавейки Да, лежит. тут на случай, Трава. Да. Искры. И дровишки складывать можно вот здесь, да. Ну и, не дай бог, искр полетит и все такое. Да, а вот эта вот труба из нержавейки это что? Нержавейки это, скажем так... Доступ кислорода. Доступ кислорода, чтобы баня, ну то есть печь сама, скажем так, по себе, ну вентиляция ее, скажем так. Ну, я же говорю, на фундамент это не играло и все прочее. Все, не играл. Замечательный половой шпунт. Все под лаком, все замечательно. Очень хардкорный стол, об который можно поникнуть головой, грубо говоря. Да. В случае депрессии, да? Мы сюда еще вернемся. И замечательные фотографии и охотничьи атрибуты, которые полагаются такому спортсмену. Петр занимается профессионально спортингом. Ну и нет, и спортингом, ну и вот мое хобби рыбалка, да, тут мои трофеи стоят, тут мои фотографии, где там что-то. А это что, простите, это не что-то моржовое? Это нет, это я марлина в 2010 году поймал. Вот его нос, короче, это было на Кубе. Вот, можно продемонстрировать, я вот нос его с тобой. Острый? Да, ну вот он стоит. Да, острый. Ну, раздевалочка, полочки, фотографии замечательные. Включай свет там. Давай, здесь. Да. И мы проходим святая святых, это предбанник, душевая и парная. Все, Давайте я сюда. заходим. Да. Здесь вот снимают одежды, нет, здесь моются, да, снимают одежду Снимают там. там, Да. здесь мы уже начинаем мыться, поэтому все услано кафелем, специальным под наклоном, да. О, царь. Да, вот такие замечательные войлочные шапочки. Вот, душевая кабина, да, вот здесь отдельно можно мыться. Стенд стоит на 100 литров. Включается, ну и чтобы горячая вода была, ну кому нужно, да, потом просто потому что после бани, после того, как помыться, после того, как попариться, обычно же многие там моются, да, скрабы все возможные делают, да, ну, поэтому это для комфорта. Все это липа, да? Это все липа. Это да. все липа. Так, и еще одно замечание. Смотрите, какая конструкция вот этой стены из кафеля, она плавающей конструкции, то есть усадка и прочие вот этой на нее конструкции на нее не работает, да, ну это сделано для того, чтобы, ну, на дерево вода не брызгала. Да. А еще есть вот эта тема, потому что ранней весной, поздней осенью, ну, бывает полам холода, да, вот раз включил и утепление полос стоит. А, тут теплые полы, Теплые полы, да. теплые полы. Да, ну, комфортно же, ты Так, босиком можешь это, ходить. это такое что-то садомазовое, это не садомазовое, это шучу, это массажная же, это да, массажная, такая да. штучка. Ага. Ты был на Чепчале у Егора? Нет. Там железная такая штука, О. и тебя обрабатывают вот такими железными вениками. Ага. Все, заходим, главное помещение. Да, я давай зайду. Давай, заходи. Зайду и показываю. Ага. Ну, собственно, самое главное, что в бане, это вот и эта печь. Вот она печь, да, потому что печь на самом деле стоит внутри. Вот тут она обшита огнеупорным кирпичом для того, чтобы... Тут очень безопасно. И насколько бы печь бы горячо не нагрелась, да, то есть насколько бы ее не дотопил, тут обжечь практически невозможно. Ага. Она чуть-чуть нагревается и все. А Вот. камни внутри, да? Камни внутри, и вот здесь стоит специальный контейнер железный, Ага. да, стальной. И вот Водичку сюда вот класть сюда сюда. водичку мы льем. Водичку сюда льем, и пар отсюда, все из этих вот дырочек, короче, он так плавно вот в эту сторону, да, то есть мы там сидим, лежим, скажем так, вот, и, собственно, все это так идет. Ну, то есть это специальная печь для бани с какой такой, скажем так, конструкции одного очень такого Уважаемого человека. уважаемого мастера. Ага. Да, смотрите, даже какая крышечка, очень массивная. Вся обшивка из, опять же, из липы. Да, марийская липа специально привезенная. Какая? Марийская из Мариэл. Из Мариэл. Да. Из Мариэл. Ну, датчики, само собой. Темпер, да, влажность. Ага. Потому что русская баня сильно, как правило, не топится, где-то градусов 60-70. Вот, да, за счет... А тут не темно, товарищ оператор? Можно свет включить? Да. Брыкс. Вот так.
Вот это, так, наверное, замечательно. И немножко расскажи про зону распределения тепла. Вот, три уровня полок я вижу, да? 3 уровня, нет, не полога, а 3 уровня. Полог. Потому что есть все равно, ну, температура разная, внизу холоднее. Да, можно, дети тут сидят. Гипертоники сидят тут, Да, получается. кто-то тут сидит. Ну, обычно мы ложимся сюда, потому что все-таки не должно быть такого, что ноги одну температуру, для когда вот у людей там, ну, сердце, там все прочее, да, ну, то есть не очень хорошо. Поэтому обязательно нужно лежать, горизонтальное желательное положение принимать, когда особенно первый раз пар принимаешь. Да, и тут, тут очень комфортно, широко, тут 2-3 мужика могут спокойно вот так лежать. И веничком вот так. Да, и веничком потому что пар. Температуру чуть передержал, есть вентиляция, открыл, чуть-чуть проветрил. Раз, нормально, тебе посмотрел, о, что-то жарко, ребята, взял, открыл. Вот так. И здесь поддаешь, сидишь и паришься по очереди. Все замечательно. Площадь парной получается примерно 2,5 на 3. На 3, да. Да, 2,5 на 3. 2,5 на 3 где-то так. Ага. Замечательно парная. Ну, выйдем обратно. Выйдем обратно. И еще раз обратный экскурс по помещениям. Это помывочная получается, да? Помывочная с душевой, с теном. Обшито все кафелем, чтобы, ну, минимальная... Дверь, кстати, готовая, да, Петя? Дверь готовая, да. Специальная дверь. Дверь готовая, такие двери продаются, ну, много где. Очень порадовала вот эта вот функция. Это комфорт, да. Регулировка теплых полов, да. Как обыграны вот эти рога, на них навешаны, получается... Давай чай попьем, садись. У нас еще есть время. И можно какие-то истории, связанные с банями, наверное, рассказать. Ну, да, можно. Давайте. Какой чай будешь? У меня всякого разного чая много. Черный чай. Черный обычно. Да. Специальный чайник заранее я скептил. Кстати, заметьте, смотри, стакан с историей. Стакан с Да, историей. я 15 лет занимался вот этим каналом, вот они мне до сих пор... Которого сейчас в Якутске, к сожалению, нет. Но зато есть замечательный канал Якутия-24, в котором ты... В котором я работаю. Да. Отлично. Ну и, Петя, вот ты говоришь, 10 лет паришься в этой бане, в таком хорошем дружеском режиме. А что бы ты улучшил? Здесь-то? Да. Ну, многие говорят, что здесь не хватает бассейна, да. Ну, конечно же, хочется контраста всегда. Взять с парной и прыгнуть прямо в купель или в бассейн такой, да. Может быть, этого не хватает, да. А так все здесь сделано очень грамотно, очень с умом. Ну, то есть добавить, не прибавить. Не добавить, не прибавить. Не добавить, не прибавить. А ты помнишь первый раз, когда Алексей позвал тебя в эту баню? Да, я ходил сюда на презентацию этой бани, конечно же. Да, мы вместе с братом помылись, и я так понял, что, блин, ну, действительно же люди как себе могут такое делать. Ну и сразу мечта зародилась. В смысле, купить эту баню? Ну, Или да, либо построить себе такую, либо купить, либо, ну, как бы, желание всегда так заиметь что-то такое для своего. Слушай, своя баня греет не только тело, но и душу, наверное, да? Все-таки срок, самый поздний срок ее использования какой эмпирический? Ноябрь, декабрь. Ну да, в ноябре спокойно можно использовать, да, воду вскипятил, да и все. Тут, допустим, тут водопровод летний, да, да, и поэтому тут вода может, ну тут теплого дома нету, и поэтому теоретически, если ты воду вскипятил, ну, ноябрь спокойно можно. Растопил, да и все, что заранее. Я знаю прецедент, когда я в ноябре, по-моему, это был день Великого Октября, 7 ноября, да, и я мылся в бане-бочке в дощатой. Было очень жарко, кстати. Вот один из больших экспертов по баням, Сережа Комков, он говорит, в принципе, баню можно принимать в любом закрытом помещении. То есть, если даже тентом закрыть, камни раскалить и плеснуть туда водички, в принципе, получится так же. Мы на охоте так и делаем. Я, ну, по WhatsApp, да, видео, знаешь, видео ходит же, да, вот этой пищевой пленкой оборачивают вокруг деревьев, раз, и печку поставили быстренько. Ну, то есть, такой походный вариант, да. А на охоте мы так и моемся, да. Но, правда, мы вот в своих угодьях 2 года назад построили баню, специально отдельную уже, да, потому что мы уже заколебались уже, скажем так, да. А так вот палаточку сделал отдельную такую, укрыл, тентом укрыл вот этим синим.
все, печку поставил и спокойно можно поехать. Главное, чтобы проделать дымоход и... Да, проделал дымоход, от пожара обезопасил себя и все. Ну, небольшой долей аккуратности может спокойно быть. Ага. Я очень рад, что именно Петр становится первым участником нашего конкурса бань, которая Даша Анкехова назвала «Моя банька лучше всех». Да, моя банька лучше всех. Еще раз, все условия, расширенные условия будут опубликованы на инстаграм-аккаунте «Подворье», нижнее подчеркивание, ЕК24. То есть передача «Подворье», выходящая на канале Якутия-24, да? И еще там же вот сейчас прямо вы видите контактные телефоны, все контактные данные, товарищи мужчины, товарищи, возможно, даже женщины, удивите нас своими банями, и еще раз, у вас получится, вернее, вы получаете шанс выиграть замечательный приз, предоставлен одним из наших партнеров, но вот этому призу будет посвящена целая отдельная тема, потому что, еще раз говорю, вещь такая, которая нужна будет на каждом дачном участке, на каждом частном доме. И очередной вопрос Петру, поскольку у нас еще достаточно времени. Вот ты много где бывал, много путешествовал, пользовал различные типы бань, да? Ну, хамам, финская сауна, русская баня и так далее. Какой тип ближе тебе показался? Не, ну, конечно, мне русская баня. Я не знаю, по какому поводу, да, началось вообще довольно странно, да. Я ненавидел бани, потому что, ну, я вырос в деревне, да, и раз в неделю заставляли, банный день. Все с папа за шкирку и тащат в баню. Почему-то не любил, да, пар, горячо, короче, как-то что-то неуютно, голые мужики, ну, все как-то так. Общественная баня. Да, общественная баня, да, что-то так не поперло, но потом я стал уже взрослым, однажды друг позвал меня в городскую баню. И мы повадились просто, мы стали, вот такая банная группа образовалась, да, когда еще городская баня на Чернышевской была открыта. И мы начали каждую неделю хотя бы раз ходить в эту баню. Да, потом она закрылась благополучно, и мы сейчас ходим, допустим, на Жирницкого. Да, тоже там традиционная своя группа есть. Поэтому для меня русская баня с белым, ну или может быть даже с черным паром, да, традиционная дровяная, это для меня, ну, must-have, как ты говоришь. Раз в неделю обязательно я хожу в баню. Люблю, да. Белый и черный пар, давай поясни, может, кто из наших телезрителей не разбирается. Ну, это когда, по-моему, с пара зависит. Я вот немножко так понтанулся, да, но считается, что вот здесь белый пар. Ага. Вот здесь белый пар, а черный пар что-то там, ну, сейчас я тебе, скорее всего, Насмотришься каких-то вещества, возможно. Да, что-то типа такого. Но надо будет прогуглить, еще раз говорю. Да, я да. тоже в силу гипертонии и так далее не особо. Я знаю, что здесь белый пар, и все, да. А так, если про баню рассказывать, да, мне произвело очень первый раз впечатление китайской бани. Как они, у них вообще же это культура такая, да. Потому что у нас один товарищ, мы в Китай еще с компанией поехали, он говорит, все, обязательно надо сходить, говорит, давно было 20 назад, наверное, да, китайскую баню. И там реально же как. Платишь одни деньги, причем очень такие, скажем так, даже по нашим меркам, копеечные. Там все, банный комплекс. Ты заходишь туда, сдаешь одежду, тебе отдают специальную одежду, да, и ты там уже и паришься, тебе и массаж, и пилинг, и кушаешь, и спишь даже, отдельные такие кровати, короче, и телек смотришь, и Wi-Fi, короче, вообще все. Настолько все. Ну, то есть практически это как баня-гостиница. Причем такое огромное здание, огромные площади, как спортзал, и везде такие кроватки стоят. И прямо спишь там. Петя, наверное, есть куча замечательных историй наподобие вот с легким паром, там, новогодней истории, да? Связанные с баней. Но если приличие позволяет, расскажи какую-нибудь забавную историю, связанную с баней. Ой, да, что-то на ум такого прям не приходит, да? Я не думал, что ты мне такой вопрос прям задашь. Историй, конечно, очень много. Ну, намылился, выскочил, а там дверь захлопнулась. Ну, такие моменты очень много было, да. Чуть ли там ноги не отморозились и все прочее, да, мне не связки с этими. Прямо такого я, скорее всего, не расскажу. Приличного нет. Приличного такого нет, а бы кого-то там не скомпрометировать. Да, у нас город такой, город маленький, невозможно плюнуть куда-то в сторону, чтобы не... Как говорится, все знают моих друзей, с кем я общаюсь, поэтому скажут, Степанин, зачем рассказал? Так что лучше не стоит. Да, а тебе нравится сигать в снег? Сигать в снег? Скажем так, это не слишком моя тема, потому что слишком
резкие перепады, да, ну, скажем, не очень хорошо. Я делал такое, где более-менее еще не так жарко, да, допустим, на Алтае, там, да, ребята меня приглашали, Байкале такое делал, да, ну, прикольно, конечно, да. Ну, так что прямо здесь прямо, чтобы снег нашу зиму, это такой, да, слишком зимно. Это хардкор. Это хардкор, да, ну, один раз можно, а дальше уже, ну, то есть, как постоянно это делать, ну, зачем? Слушай, одна не минута. для меня. Одна минутка остается. Какие веники ты предпочитаешь? Березовые, дубовые? Дубовый. Традиционно дубовый. Но иногда парюсь, беру и пихтовые, иногда березовые, да, но традиционно дубовый. Больше пара, больше всего, конечно, да, дуб. А какие ароматизаторы любишь? Ой, ароматизаторами тоже сильно не увлекаюсь, да, но у меня друзья такие любители есть, да, немножко давай, вот маслица и все прочее, да. Ну, это традиционно цитрусовые, ну, и эскалипт, скорее всего, так, да. Ну, простуде все прочее, говорят, помогает. Ну, скажем так, целебное свойство бани – это очень и очень такая долгая тема, про которую говорить и говорить, да. На правах ведущего я еще раз призываю всех сознательных граждан. Баня – это ведь не дом. Можно пустить и гостей, можно там посидеть, показать, рассказать что-то, возможно, особое. И, возможно, ваша баня может выиграть в нашем конкурсе, который будет длиться до осени. Где-то в сентябре мы запустим голосование. Я еще раз говорю, поздравляю с тем, что твоя баня стала первым участником нашего конкурса, который называется «Моя банька лучше всех». И у каждого участника есть шанс получить замечательный, вообще шикарный подарок от нашего партнера, которому будет посвящена отдельная программа «Подворье», которую веду я каждый будний день. Ну, с Дашей Анкеховой одна неделя, у меня вторая. По моей части там бани, строительство, электроинструмент, благоустройство. У Дарьи это посадки, это какой-то декор, благоустройство тоже. Так что смотрите нашу программу каждый будний день в 11:30 на двух каналах: Якутия-24 и НВК Саха. Увидимся уже завтра, и тема будет не менее замечательной: как в отсутствии газа обеспечить доступ к газу. Пока. Bum, bum, bum.